Позаду! Правей! Непонятно, что тянет этих мужчин тащиться в непролазную глушь, ковыряться в грязи, снегу, а иногда и в ледяной воде. Хотя, когда побудешь в их обществе пару-тройку часов, становится понятно, что ребята-то не совсем такие сумасшедшие, как можно подумать на первый взгляд. Просто жарить шашлычки в выходной вместе с детьми, женой и собакой где-нибудь на уютной лужайке вблизи города не для них. Им бы подальше да побезлюдней. Им бы выходных побольше, чтоб никто не дергал. Им бы с такими же, как они, по непройденным маршрутам пройти, да еще и посоревноваться между собой. Сейчас все машины стремятся вдаль от трассы, потому что там находится точка стоимостью 150 баллов. Начинается самое интересное. Самое интересное, конечно, для зрителей. Для экипажей же внедорожников вторая часть маршрута второго этапа по джип-ориентированию – это испытание на выносливость и решимость. Самые легкие и простые точки уже взяты, остались самые дорогие контрольные пункты и, соответственно, самые тяжелые. И именно на них будет решаться судьба победителей второго этапа, а может и всех соревнований. Чтобы взять точку в 150 баллов под названием «Хижина железного дровосека», не нужно было карабкаться на отвесную гору или пробираться сквозь чащу. Однако именно на этом этапе у многих возникли серьезные трудности. Организаторы расположили контрольный пункт на значительном удалении от основного маршрута соревнований. Множество дорог и мелких тропинок сбивали с толку не только участников, но и их навигационные системы. Многие, кто погнался за дорогостоящей точкой, не раз пожалели о том, что не переобулись в подходящую резину и не поставили дополнительные блокировки на свои мосты. Хотя и подготовленным джипам на этом участке пришлось несладко. Хижину железного дровосека, несмотря на потерю времени, взяли многие. Но еще оставалась 19-я точка, самая дорогая точка стоимостью в 200 баллов. Кто сфотографируется рядом с ней и своим авто, потратив при этом как можно меньше времени, чтобы не попасть на карающую пенализацию, тот, собственно говоря, и имеет все шансы одеть на себя лавры победителя. Вот это 19-я легендарная точка, самая дорогая точка на маршруте. Пока еще никто не решился к ней спуститься. Мне, честно говоря, даже страшно ходить по этому льду, и я не знаю того сумасшедшего, который попробует взять ее. Добро пожаловать! Где этот... Ух! Пенализация – штрафные баллы за использование лишнего времени. Но 200 очков в некоторых случаях могут помочь выиграть гонку, даже если участник придет на финиш далеко не первым. 19-ю точку джиперы прозвали «Месть эвакуатора». Без хорошей лебедки здесь делать нечего. Хотя на первый взгляд кажется, что отсюда и с лебедкой-то не выбраться. Но это только на первый взгляд.
Первому рискнувшему УАЗу удалось на первый взгляд невозможное. Теперь второй российский внедорожник, но с более длинной базой, спускается, чтобы покорить самую дорогую точку маршрута. Два УАЗа, один уже поднялся, второй, я не знаю, еще пока стоит в луже. Как ты думаешь, кто-нибудь еще пойдет? Я думаю, еще один пойдет УАЗ. Скорее всего, пойдет. Потому что он довольно сильно подготовлен, у него неплохая лебедка. Однозначно он пойдет сюда. Почему УАЗы идут, а японцы не идут? Ну, скорее всего, обусловлено тем, что очень многие жалеют автомобили свои. Все-таки думали, что будет развлечение, но мы обещали, что трасса будет немного сложнее. Она есть сложнее. Эта точка дорогая, в принципе, ее могут не брать, не зарабатывать эти очки. Могут обойтись другими точками. Никому, кроме советских внедорожников и их экипажам, 19-я точка так и не покорилась. Кто-то опаздывал по времени и не решался соваться, боясь так и остаться на дне, потеряв заработанные за день баллы. У кого-то не было лебедки, но факт остается фактом. Спустились во враг и выбрались из него только 3 внедорожника отечественного производства. Шесть часов, отведенные организаторами на проведение соревнований, истекли. Сейчас уже пошло время финализации. Игроков, то есть спортсменов, начинают штрафовать за каждую просроченную минуту. Но несмотря на то, что решат судьи, при любом раскладе героем сегодняшнего дня будет УАЗ. Ну а теперь, собственно, итоги второго этапа по джип-ориентированию. Третье призовое место и 1160 баллов к сумме первого этапа достались экипажу Андрея Кувшинова. Второе место завоевал Барс, пилотируемый Дмитрием Гавриленко. Ну а что касается первого места, то тут, собственно, вопросов ни у кого не возникло. УАЗ компании «Полакар» и его команда под грамотным штурманским управлением Семена Агатоева собрала все контрольные точки. Первое место и 1431 балл в копилку команды. Второй этап по джип-ориентированию завершился. Сейчас участники уже думают о третьем этапе. Организаторы пока не раскрывают ту местность, где он будет проводиться, но ясно, что он будет нелегкий. Все это время с вами был Денис Алиференко, а снимал все это автомобильное безобразие Петр Павлов. До встречи на третьем этапе.